Добрый день, уважаемый Егор Афанасьевич. Сегодня, после некоторого перерыва, связанного с летними каникулами, в начале нового информационного сезона, мы вновь в студии программы «Главный вопрос». И сегодня тему, которую выбрали наши читатели, это состояние автомобильных дорог, состояние федеральных трасс, республиканских дорог, асфальтирование улиц в столице республики. И начнем, Егор Афанасьевич, предлагаю с такого вопроса. Еще в середине 2000-х годов федеральная трасса Лена, которая связывает нас с материком, можно так сказать, входила в топ самых непролазных, самых опасных дорог мира. А сейчас на этой трассе есть участки практически европейского качества. Как этого удалось достичь? И когда же главная транспортная наземная артерия республики будет полностью заасфальтирована и будет соответствовать всем современным требованиям? Сегодня проблема инфраструктуры, особенно дорог, она очень актуальна, она очень востребована. Почему? Потому что, во-первых, республика имеет свою особенность, это огромная территория. И у нас особенность в том, что строить дорогу это достаточно сложно, потому что это вечная мерзлота. И у нас идут, задают вопросы все, в том числе и простые граждане, которые живут в селах, в городах. Задают вопросы и инвесторы, которые хотят идти сюда работать, потому что хотят освоить те или иные месторождения, те или иные проекты, но при этом они понимают, что дорог тоже нет. Мы сегодня испытываем в связи с этими определенные оценки экспертов, потому что когда оценивают субъекты Российской Федерации комплексно, то там роль отводится и инфраструктуре, а республика не имеет такой инфраструктуры давным-давно. Это нас отбрасывает назад. Поэтому общая оценка тоже дается. Хотя мы преуспели в очень много вопросах, но только за счет отсутствия дорог мы, конечно, испытываем определенные сложности и в оценке. Поэтому последние годы мы обращаем большое внимание к этой теме и стараемся, насколько возможно, в связи с тем, что связано с финансами, пробивать финансовые ресурсы и так далее. И когда я стал президентом республики лет, наверное, 6 назад, я пригласил министра транспорта Российской Федерации. Тогда был и Максим Юрьевич Соколов. Я его посадил за рулем машину, и мы поехали по трассе по трассе Лена, по трассе Вили, по трассе Колыма. И он катался, и сам за рулем был, конечно, испытывал качество дорог. Я посадил в этой машине, кроме себя, еще и начальников дорог, это федеральные структуры, федеральные начальники. И министр все время спрашивал, что за дорога, Я говорю, это ваша дорога, федеральная дорога. Вот давайте финансируйте. Тогда мы доведем до порядка и, соответственно, подтверждали это начальники дорог, которые сидели в этой машине. И это каким-то образом способствовало немножко пересмотреть свою позицию Минтранса России по отношению к нашей республике. Это во-первых. Во-вторых, республика не имела дорожного фонда своего. Мы создали дорожный фонд республики. Это тоже был очень большой такой прорыв, потому что дорожный фонд в начале 90-х годов вроде создавался, потом закрывался в связи с недостатками. И в последние годы мы все-таки устойчивый такой дорожный фонд для себя создали, внутренний, региональный. Вот таким образом мы начали свою работу, и в конце 2000-х годов дорога Лена попала в кадры мировых телевизионных компаний, и в том числе российских, и получила название «Дорога смерти». И в связи с этим все-таки вопросы финансирования федеральных дорог была поставлена ребром перед федеральным правительством, и Дмитрию Анатольевичу был поставлен вопрос, и, конечно, правительство все-таки начало обращать внимание. И сегодня по федеральным дорогам работа оживилась и очень много проводится. Вот смотрите, в прошлом году, когда я выступал в Алдане перед населением, потом в Якутске и в других населенных пунктах, говорил о том, что в 2018-2019 годах мы из Якутска в Алдан будем ездить полно асфальтированные дороги. И это мы добиваемся, сегодня это появится. Потому что работа в Нюрнберге, и в Алданском районе, в Кангаласском районе, везде с участками проводятся. И максимум через 1,5 года эта дорога завершится. Еще один вопрос по другой федеральной трассе Колыма. Понятно, ситуация не такая радужная, хотя там тоже работы ведутся. И вот эти знаменитые прижимы, черный, желтый, там спрямление дороги идет. То есть самые опасные участки трассы, они уже не такие сейчас опасные. Как там ситуация в целом по дороге? Это один из самых таких важных для нас направлений, потому что
Эта дорога соединяется с Магаданской областью, и все-таки мы с губернатором Магаданской области, с Печеным, договорились о том, что будет создана золотоносная провинция на Эмиконе, на стыке границ. Да, и эта работа сегодня уже разворачивается. Вот совсем недавно в Владивостокском форуме на месторождении Таронское запустили золотоизвлекательную фабрику в Эмиконском районе. Путин, Владимир Владимирович, президент страны, эту кнопку нажал. Вот такие проекты будут реализовываться и дальше. Значит, дорога очень нужна. Дорога нужна нашим селянам, которые живут в Томторском кусте или в Эмиконском кусте, так скажем, Эмиконского района. Дорога нужна для освоения месторождений полиметаллов на горах Верхояния, в частности, в отрезке между Тополином и Хандыгой, или между Хандыгой и Эмиконом. Там очень хорошие месторождения перспективные есть, и там, конечно, эта дорога нужна. Но очень много тоже сделано. Вот как раз, когда мы с господином Соколовым ездили на машине в сторону Эмикона, он, конечно, был приятно удивлен, какие красивые места, был приятно удивлен, что там люди живут и трудятся. Но неприятно был удивлен, что дорога очень плохая, и особенно вот черный и желтый прижим. Это очень опасная зона была. Водители обзывали это местами смерти, потому что это очень опасные спуски и подъемы, очень узкие дороги, это скалы. И эти прижимы уже ликвидированы. Там нет уже сейчас таких участков. То есть за эти годы все это исправлено, все это сделано. Мы построили ряд мостов через реку, но, к сожалению, по качеству двух мостов через Кубиме и через одну реку мы видели по качеству очень плохое отношение подрядчиков, и они были в свое время размыты, но восстановлены. Вот эта работа будет проводиться. Сегодня, в частности, вот мои земляки пишут в моем инстаграме и в других электронных изданиях о том, что дорога качество очень плохая. Мы дойдем. Сначала надо проезд давать сейчас. Это связано прежде всего объемами на территории Эмиконского района. И эта работа сегодня ведутся. Там еще есть ответвление от главной трассы до сельского куста. Там тоже вопросы есть. По ней мы просим сегодня помочь и федеральным властям, в том числе и свои средства стараемся вложиться. Асфальтирование уже в районе Мегагалского района, Черовчинского района этой дороги уже началось. И думаю, что это объемы будут наращиваться. Поэтому дорога Колыма сегодня находится под конкретным контролем, под конкретным, скажем, запросом со стороны населения, со стороны транспортников. Ну и с другой стороны работа с Минтрансом идет очень много. Поговорим немножко о другом направлении. Амгинская дорога, вот когда будет отремонтирована там дорога, там действительно... Там мы решаем другую задачу. У нас есть там дорога Амга республиканская. Да. Это дорога, соединяющая город Якутск, Бестях с Усмайским районом. Именно поселком Усмая. И эта дорога очень... Тоже давно мечтали такую дорогу построить. И эту работу мы начали. И в ближайшие годы за счет республиканских средств, не федеральных, а республиканских средств, мы должны закончить дорогу Амга. Это имеется в виду из Якутска до Усмая дать проезд, соответственно, насколько возможно, с хорошим качеством. Это от реки Амга до Усмая, эта дорога строится, главный объем там находится. И вторая дорога, которую мы должны закончить, это Якутск-Бердигостях-Кобей. Это республиканская дорога, тоже строится. Я тоже дал поручение всеми правдами, неправдами, сколько возможно деньги изыскивать и завершить эту дорогу. Я думаю, что в ближайшие 2 года эта дорога должна быть становиться. Для этого сегодня, вот я говорил, создан дорожный фонд. Дело в том, что я много читаю недовольных по качеству дорог, недовольных, ну, и особенно в Якутске. Хотя здесь по проезду проблем в принципе нет, это только по качеству речь идет. Много замечаний и много критики, но при этом многие люди не видят и не знают, что делается по строительству дорог. Поэтому, когда все соединим, тогда, наверное, люди почувствуют,
Когда все закончим, тогда почувствуем. Вопрос от жителя поселка Тасюрях Мерлинского района города Афанасьевича. Этим летом село оказалось отрезанным от внешнего мира из-за разбитой дороги, как раз дороги Вилюй. Ее размыло, сильно размыло дождями. Ну, на самом деле, не только жители села Тасюрях страдают, но и вообще жители Мерлинского района от плохих внутрирайонных дорог. Как вы прокомментируете эту ситуацию и что делается в этом направлении? Но для справедливости ради надо сказать следующее. Конечно, мы понимаем свою ответственность. Мы никогда не снимаем с себя ответственность по качеству дорог, по состоянию дорог, потому что и финансирование, и организация работ ложится это органам власти, республиканским, местным органам власти и, соответственно, хозяйствующим субъектам. Виноваты и сами водители, так скажем, да? Особенно те, кто владеет большегрузным транспортом. Особенно во время распутицы, или, ну, там есть производственные необходимости, есть определенные жизненные такие необходимости, и машины ездят. Мы же, когда распутица приходит, мы запрещаем, чтобы дорогу сохранить, запрещаем ездить. Но при всех этих запретах умудряются машины или люди, водители ездить, и в результате то, что мы вложили миллионы, миллиарды рублей, оно просто выводится из строя, и приходится заново вкладывать средства, это восстанавливать. Конечно, если была бы обоюдная ответственность, если бы был бы обоюдный интерес, потому что там больше преобладает сиюминутный интерес, лишь бы доставить сегодня это груз, а не думать, что там как будет летом дорога, зимой дорога, осенью как, в будущем как. Об этом не задумываемся, и вот такие риски идем, не портим, и при этом эти же люди потом кричат, что дорога плохая. Поэтому я, пользуясь моментом, хотел бы, конечно, немножко призывать о том, что обоюдная ответственность все-таки должна быть. Ну, и руководители хозяйствующих субъектов, которые к нам, как распутятся, они зимой не занимаются, скажем так, доставкой грузов в плановом порядке. А как когда припрет к распутице, там надо завозить за 3 дня там, 1000 тонн, накопили, не решили, а потом раз увидели, что дорога закрывается, начинает приходить там с письмами для разрешения и так далее. Это все, конечно, приводит на нет все то, что делали до этого. Поэтому вот такая картина была и в Тасюряхе. Это не только в Тасюряхе появляется, это и по, скажем, вот в эти дни как раз, вот в эти дни уже начинает появляться и в других районах. Мы же очень много делали. Вы, наверное, не знаете дорогу Умнас. Мы очень много денег вкладывали по дороге Умнас, это дорога Якутск-Алекминск, через Кангаласскую улус. Мы раньше ездили только до Булгунехтаха, дороги не было, а сейчас ездим до Тетитары. Это построен мост, дорога сделана. Вот сейчас надо сохранить эту дорогу. Вот это главная задача. Поэтому я обращаюсь и к жителям республики, водителям, и руководителям, и, соответственно, местным органам власти, чтобы здесь быть принципиальным, запретить, чтобы во время распутицы не портить дороги. Чтобы правильно планировать свою работу. Конечно, эта дорога Вили, это федеральная дорога, которая должна выйти на территорию Иркутской области в районе села Марково. И эта дорога тоже сегодня строится, очень большие деньги расходуются, в частности, самый крупный мост сейчас строится через реку Марка в Нюрбинском районе. Этот мост будет иметь очень большую роль для движения автомобильного транспорта в целом. И в будущем надо будет через реку Вили еще построить 3 моста. Это тоже большие объемы, и которые мы сегодня ставим на проектирование перед федеральным органом власти. И это объемы будут тоже в будущем предусматриваться. Когда я был недавно в горном районе Бердикстяха, я сказал, вы счастливые люди, через 2 года максимум будете ездить по асфальтированной дороге Иркутск-Бердикстях. Это объемы тоже сегодня осваиваются. То есть это тоже подтверждает, что мы все-таки осваиваем много денег, много делаем для того, чтобы дороги появлялись, при том качественного уровня. Потом сегодня, кроме федеральных дорог, кроме республиканских дорог, мы еще и вкладываем в сельских дорогах и в сельских поселениях. Мы прямые финансируем, хоть маленькие деньги, но каждому поселению даем, чтобы они улицы поправляли, мосты какие-то построили маленькие, проезды давали. Вот в этом плане последние годы оживление есть. Но нам главное, чтобы все это потом собрать в кучу. То есть у нас должны потихоньку появляться дороги межпоселковые. У нас должны появляться муниципальные дороги потихоньку.
а потом опорные дороги республиканские, то есть те, которые решают более глобальные задачи между районами республики, это центром республики, а потом уже эта дорога должны выходить на федеральные дороги. То есть это все комплексы должны решать. Вот на это, конечно, потребуется время. И мы постараемся до столетия республики очень много делать. Средства предусматриваются. Хорошо, Игорь Рафтович, другой вопрос от жителя из районного центра Намцы, это близко от города Якутска, когда капитально отремонтируют трассу, дорогу Якутск-Намцы? Особенность в Якутии заключается в том, что дороги, и даже в городе Якутске, если мы дорогу построили, там максимум 3-4 года стоит дорога, покрытие более качественное, если это хорошо сделано. А потом начинает, это же все-таки определенный контакт с внешней мерзлотой, и где-то лужа появляется, где-то что-то появляется. В результате начинается оттайка дорог, основа. И начинает гулять дорога. Мы вынуждены тратить тоже большие деньги на восстановление, на ремонт дорог. Намская дорога, она уже, я помню, когда мы строили эту дорогу, это 90-е годы, и после этого несколько раз отремонтировано. Вот приходится сейчас еще на это идти. Но думаю, что там катастрофы нет. Люди просят, чтобы эта дорога была восстановлена таким образом, что была нормальное, качественное покрытие для скорости, потому что сегодня скорость замедляется, особенно в сторону непосредственно Намцев, на горе. Я думаю, что плановый объем все равно выполняться. Там средства предусматриваются. Хорошо, Игорь Рафтович, предлагаю подвести итог нашей беседы состоянием дорог, состоянием улиц в городе Якутске. Вот читатели у нас любознательные, они говорят, что вот в городе Новосибирске есть акция «Выбери дорогу для ремонта», и там власти обещают ремонтировать участки улиц, в первую очередь, которые выбирают сами жители Новосибирска. Можно ли провести такую акцию в Якутске? Ну и в целом, вот последние годы все-таки улицы столицы республики асфальтируются, расширяются, делаются развязки. Как вы оцениваете эту работу и как планируете эту работу вести дальше? Говорят, что, может быть, только в центре Якутска дороги делаются, а на периферии как-то не очень. Вот как эту работу, может быть, более планово организовать, более поступательно и в больших объемах, чтобы это устраивало население? Все-таки и население растет, количество машин увеличивается в городе. Что касается столицы республики, то здесь мы каждый год вкладывали, последний год очень много средств. Республика прямым текстом дает поручение и непосредственно требует выполнения объемов. Но есть у человека свойство не быть удовлетворенным до конца, потому что чем больше делаешь, тем больше потребность появляется. Потому что люди всегда, свойство человека стремится только к лучшему. Человек не стремится к худшему, чтобы дорога была плохо, а именно лучше было. Поэтому мы всегда слушаем, что там плохо, здесь плохо и так далее. Но это так, оно так и есть. В городе Якутске только центральные магистральные улицы сегодня ремонтируются, восстанавливаются. А боковые, пригородные, в микрорайонах и так далее проблемы остаются. Но вот тогда я поставил задачу перед руководством города, когда подписал и первый указ, потом подписал в этом году второй указ, поддержки города Якутска с точки зрения развития, там, строительства жилья, строительства социальных объектов, строительства дорог, на базе которой город работает, с точки зрения решения этих проблем. Мы, например, до 2022 года, до столетия республики, должны освоить минимум 5 миллиардов рублей на дорогу города Якутска деньги. Это во-первых. Во-вторых... По миллиарду в год фактически. Да? Ну, это если так в среднем взять. В зависимости от года, где-то больше, где-то меньше будет, но общий объем будет такой. Но самое главное, я просил руководство города, это менее затратно, просто наводить порядок в боковых улицах. Там, где грунтовая дорога, там, где гравийная дорога, просто поставить нормальные грейдера, подровнять, чтобы луж не было убрать. Там. У нас очень много и в Сайсарах, и в промышленном районе, и в Залоге очень много улиц, где просто озера лежат, не только лужи. Их надо выкачать, надо заполнять, подровнять, чтобы было сухо хотя бы, и более ровно была дорога. Хотя пыльная будет, но до поры до времени, и в этом вопросе надо разобраться. Поэтому вот сегодня стоит задача такая. Есть программа федеральная по развитию дворовых хозяйств,
Мы в республике в этом году впервые начали участвовать. И первые деньги уже поступают и в городе, и в другие населенные пункты республики. И вот внутри дворов, внутри кварталов надо наводить порядок. Потом, несмотря на районы старые или молодые, или, скажем так, подлежат сносу, не сносу, все равно надо наводить порядок по улицам. Надо работать и повышать ответственность подрядчиков. В связи с этим, конечно, бывает очень много разговоров с руководством города. Я думаю, что город Якутск такими же темпами, как до сегодняшнего дня было, она будет работать, потому что мы средства даем очень большие в городе Якутску. И будем давать такие средства. Потому что столица республики – это все-таки тот город, который, во-первых, обеспечивает жизнь 1/3 населения республики. Это наш культурный, интеллектуальный центр республики. Это научный центр республики, образовательный центр. И тем более гости познают Якутию, республику. Приезжают постоянно да, сюда, приезжая с Якутска. Да. Они, конечно, отмечают, что в последние годы изменения происходят, в глазах меняется город. Но это не отвечает тому требованию, которое наши современные якутяне ставят. Все-таки люди ставят еще быстрые темпы, люди ставят, чтобы мы больше поработали. Хотя мы в городе Якутске строим жилье, например, столько, сколько 5 лет назад строила вся республика. Понимаете, вот такие темпы мы задали. Насколько возможно, эти темпы надо сохранять. И по дорогам, и жилью, и по другим социальным объектам. Поэтому дороги – это та проблема, которая всегда раздражает людей, там, кто чувствует качество плохое. Это раздражает людей, когда, особенно в сельской местности, когда проездов нету. Это мы понимаем, знаем, но потихоньку. Но я хочу, чтобы этот темп ускорились, решать эти вопросы в интересах людей, в интересах Якутии. Спасибо, Егор Афанасьевич, за нашу беседу. Сегодня мы говорили о дорогах, о состоянии и федеральных трасс, и республиканских дорог, поселковых, дорог, которые связывают населенные пункты республики. И есть надежда, что в течение 5 последующих лет к столетию республики все-таки эта работа выйдет еще на более такой интенсивный уровень, что дороги будут продолжать строиться, в них будут складываться более серьезные деньги, будут и более качественно строиться дороги, они будут соответствовать нормам, и все-таки для того, чтобы нам создать более комфортную среду для населения, дороги, они обеспечат коммуникации между людьми. Это будет. Спасибо, Егор Афанасьевич. Всего хорошего. Спасибо.